Всем привет, ребята! Конец января, глухозимье. Ну, мы все-таки выскочили, ребята. На самом деле выскочили. Сегодня приехал Василич в гости. Будем пробовать, ребята, что-то пытаться, потому что, ну, не клюет. Слабо, очень слабо. Здесь недавно был с парнями. Точки немножко пробиты, пробита дорога. Вот, ребят, мы на льду уже, на точке добрались. Василич приехал затемно. Караван, ребята, вещей как обычно много. у нас вещей мало, не увозим вообще с собой. Задействован модуль, кофр. Ну, здесь и все, здесь и ключи, здесь и гаджеты, и продукты, и камеры. Основной это палатки, печки и Василич. Еще сейчас как-то тут надо будет сесть спокойненько ему. Ну, опять паровоз у нас. Попылим. В прямом смысле попылим, потому что пыль вот это будет лететь, свежий снег выпал. Василичу будет, ой, как неприятно. Ну, потихоньку пойдем. Потихоньку добрались, ребята, выскочили с поселка, прошли по селу. Ну, шли, в общем, в темноте, ребята. Немножко дороги, как мы едем. Только расцветает, и мы уже, ребят, начинаем. Специально выехали затемно, потому что, ну, еще день короткий, ребят, хоть и конец января, но все равно еще очень мало времени, не хватает просто, тем более у нас сегодня палатка, печка, это тоже очень много времени занимает, так что и порыбачить, и отдохнуть, надо все успеть. Приехали на сутки, как бы времени очень мало. Василич уже разгружается. Так что, друзья, начнем. Сегодня у нас жерлицы, комбайны и балансиры. У нас есть коряжник метров 200. Василич его пробьет, продырявит. В общем, будет у нас сегодня физкультура хорошая. Будем бурить, работать, искать. Так что, ребят, давайте начнем. Погнали. Я говорю, началась возня. Да, погнали. Ну тут вроде, слышишь, лед чистый такой, нормальный. Угу. Вот, а где вот торосы, короче, там, да. Так, начнем с тонаров, наверное, с тонаровских, да. Пока здесь. Сегодня у нас карась, ребята. Так что, ну, такой бойкий, нормально. Взяли один кан, так, чтобы не возить. Рядышком рыбачим. Василий просто в баночку возьмет сейчас и все. На улице, ребят, минус 5, но что-то ветер так зябко как-то. Не то пальто. Ладно, пробуем. Сегодня еще хочу, ребят, верхние точки, которые я еще туда не ездил. Туда
прокатиться, посмотреть. Бензина взяли запасом, чтобы кататься, искать. Все, ладно. В принципе, с утра сейчас могут быть поклевки. Так что надо поспешить тоже. И на выход. Но здесь совсем по-другому, ребят. Это не озеро, это река. Река большая в моем районе. Самая из больших рек. И вот как бы на налима ставки не делаю. Делаю на щуку все-таки. Раз, два, три. И на комбайны. Здесь тоже есть изевая точка. Комбайны в прошлую рыбалку выручили. Очень хорошо выручили. И в принципе я там нашел место, но хочу другое место попробовать. Карасишка, ребята. Карасики небольшие. Ну что есть, то есть. Выбирать не пришлось. Давай, брат, рот открывай. Аккуратненько тебе. Аккуратненько тебе. Давай, открывай. Ротик. Вот не люблю мелкого живца, чисто из-за этого. Ну, карась бодрый. Всю ночь под компрессором лежал. Так, первая есть. Такая корка, ребята, после дождя был дождь, оттепель, и вот такая корка стала. На собаке едешь, все хрустит. Вот до этих торосов, друзья, дойду, там посмотрим. На повороте ветер. Там стояли, а здесь спокойно. Но тайга шумит, вот ветерок. Сегодня и вроде снегопад обещали. Но ночью тепло, ребят, будет теплеть. Сейчас -5 выезжали. К вечеру что-то 3, а завтра -1, даже 0. Вот теперь. Глубина класс. То, что нужно. Спада льда, ребята. Ну, буквально сантиметров 15-20. Карасишка. Какой-то бесхвостый. Какой-то бесхвостый. Карась, блин, по перволетке, ребята, он работает у нас. А вот так, что-то мне не очень нравится. Плотва все-таки лучше. Все, давай, брат. Ищи щуку, налима. Блин, вода, ребята, смотрите, на льду. Здесь вода. Так, вчера Васильевичу заказывал в городе червей. Дандробена. Здесь у меня тоже остатки немножко. Перекладываю в банку, ребята, потому что в кармане вот это мнется. 139
Вчера заказывал, в общем, одна пачка 139 рублей. Ну, здесь вот трей. Сейчас посчитаю даже. 6. 7. В районе 20 должно быть. 8. 10. 11. 13. 15. 16. 17. 18, 19. 19 червей, ребята. 140 рублей, считай, грубо говоря. Вчера вот взял 2 пачки, 300 рублей. Дорогие черви, очень дорогие. Ну, червь классный. Так, это не выбрасываем. Обязательно все увезем. Так, Васильевич подходит, ребята. Я иду на поворот ставить комбайны. Пускай занимается пока Васильевич. Все, ехаем. Подглядываю дрова еще, друзья, чтобы напилить нам на печку. Взяли, конечно, упаковку брикетов. Но дрова есть дрова. Чтоб не залезть, не залазить куда-то в лес, чтобы где-то сушилка валялась, попилили бы ее, привезли. Так. Где-то здесь, друзья. Веточки, кусты. Вот где-то я вот здесь, наверное, выставлю комбайны. Тоже заторожена. Ну, прямая, чистая. Как-то вот отсюда, наверное, начнем. И туда 5 штучек. Комбайны, ребята, у меня переделанные. Поменял крючки. Что-то с прошлой рыбалки смотрю. Жало такие уже ржавенькие. Нафиг. Все поменял, занялся, сделал. Все, огонь. Так. Ну и чтоб нужна, чтоб тяга была. Без тяги комбайн не выставить. Комбайн подискосок бурю. Сырой вот здесь. Есть. О, песка, блин, ё-моё. Хана ножам будет. Вот, смотрите, видите, что творится. Где-то рос и там такой лед. Так, посмотрим глубину. Если тяга, если все нормально, продолжим. Отказался, ребят, я от мормышек. Раньше у меня на конце была мормышка, которая затягивала. Сейчас стал ставить дробинку. Так, ну что? Плохо почистил. Плохо почистил. Чистить надо, хорошо. Да, еще вон сколько снега. Ну что? Тяга есть, ребята. Что, слабенькая, конечно. Но вроде как есть. Затащит, нет? Затащит. Красота. Все. С первым определился. Тяжка есть небольшая. Ну и дальше понятно, что она будет лучше и лучше. Насаживаем. Запускаем. По одному червячку.
Первый пошел. Второй. Второй пошел. Спешить не надо. Такие удильники у меня. Потратился, конечно, на эти комбайны, но зато сейчас шикарно. И грузик, ребят, скользячий на 2 стопорах. Так, третий. Парни, смотрю, рыбачат на мотыля, на пучок. А я что-то по старинке. Ну и они, естественно, кормушку ставят. Но у нас мормыша, ребят, нету. А таким кормом беспонтово кормить. О, четко. Классная глубина. Как надо, ребят. Все, его в снег втыкаем. И еще вот палочку надо ложить, ребят, чтобы леска была посередине, потому что вот так она бывает смерзается с краем. Не есть хорошо. Вот так вот. Все. Бубенчики вешать не буду. Лагерь у нас примерно там будет, подальше. Так что понту нет. Ну пока и закапывать не буду. Закопаем его к ночи. Супруга подарила полотенышко такое. Ну, по глубине все четко, ребята. Не знаю, как по рыбе. Потому что ту точку я знаю, там всегда работал у меня комбайны. А вот как зимой здесь. Ну, осенью здесь ясь клюет. Поздней осенью здесь всегда на донке попадается. Соответственно, он должен жить. Здесь коряжник, который Васильевич будет работать. Мне кажется, рыба там все равно стоит в корягах. Любая. Ну вот так, ребят, рядок с первой лунки попал, то бишь, в тягу, потому что, допустим, здесь уже пляж и как раз затащило. Ну и вот такой рядок, ребят. Посмотрим, как здесь. Пытка, не пытка. Надо пробовать, надо искать. Так, Васильевич доставился, сейчас еду за Васильевичем и поедем новые точки брать. Васильевич, ребята, пошел разбуривать коряжник. Все он хочет на вибы, на балансиры, все сделать эту тему. Я приехал на очередное место. Здесь как курюшка такая выходит. Там, смотрю, следы какие-то. Выдра, походу, что ли. Блин, все заторосило. Воды здесь, ребята, куча просто. Куча воды. Да, в этом году река страшная какая-то. Такую я еще и не видел зимой. Торосы. Ну, блин, река небольшая, а так заторосила очень. Такие глыбы, блин. Охренеть. Пробурил лунку, ребят. Здесь аж фонтан, гейзер, аж вода выходит. Блин, пятачок классный здесь. Ну, здесь невозможно. Там провалился вот так, ребят, вода. Смотрите. Представляете? Не, здесь еще лунки будут, тут все зальет. Надо выходить отсюда. Жаль. Ребят, ну тут вроде как более-менее, но все равно есть торосы. Здесь такая бровка, я ее называю щучьей. Когда ты все искал, вот эти места, пробовал везде, ездил, и здесь так что-то попробовал, и попало щуки так нормально. И вот как бы так ее прозвал. Вдоль сейчас пойду. Там трава возле берега, надо найти границу и попробуем тут поставить. Мелко. Вторая лунка. Где-то вот свальчик должен быть. И вот от него я шагал. Вторая лунка. Мимо. Где-то здесь, ребята. Надо бровку найти.
Фу, ребят, нашел. Мимо. Все, провалился. Далеко отъехал. Не помню, да и меняется все с каждым годом. Ну все. 4 лунки лишние, блин, ё-моё. Потихоньку, ребята, расставляюсь. Глубина очень маленькая. Вон, смотрите, какая. Плюс лед. Вот такую глубину не надо бояться. Потихоньку идем. Работаем. Василич хочет. Ну там коряжник, там окунь, ребят, должен быть. Просто сейчас рыба очень пассивная. На жерлице, на мясо-то не клюет. А на вип, наверное, очень тяжело. Ну, дай бог. Дошел до берега. Вот так тащу полосу, ребят. Ну, здесь все, заканчиваю, потому что течение бьет примерно вот туда. По торосу даже видно. Здесь можно заканчивать. Зайчишка бегал недавно, ребят, вчера. Живет здесь зайчишка по кустам. Прыг. Да, вчера снег был. Сегодня ночью. Вчерашние следы. Все, здесь последняя, ребята. Заканчиваем. Ну, дальше все, ребят, там перекаты. Мест больше нет. Это у меня самая верхняя точка, куда я дохожу зимой. 9 штучек, как с куста, ребята. Правда, лунок больше сделал. Ну ладно. Вода здесь тоже у берега. Блин, везде вода, что, даванула. Так, ну что, поеду к Василичу. И, скорее всего, ребят, вниз пойду. Там еще у меня сколько получается? Ну, штук десяток там, наверное, еще на пляжу. Ну, короче, там где-нибудь раскидаюсь. Не хочу я там, где уже пробовал. Хочу новое что-нибудь попробовать. Вот как-то так. Искать, правда, да, тяжело. Опасно, что можно одна лунка и все, ножи, хлам. Вот это неприятно. Все, ладно, 9 штучек, дай бог. Щучья бровка порадует. Хотя бы не большенькой. Но здесь доставал на 3 и на лима здесь брал. Ну, такая интересная бровка. С мелика прям. И вот вышел в 1,5 метра глубину. Даванула водичку, ребят, все равно. Надо раскатать, чтобы подмерзло, подстыло и будет нормальный путик. Василий где-то колдует. Молодец. Вот уважаю, ребят, таких, которые до талого прут, понимаете. Пассивная рыбалка сейчас очень по рыбе. А человек ищет. Уважаю вот таких. Халявы нету, ребята. Халявы никогда не было. Вон Василич под корягой бурится. Блин, торросы, ё-моё, вообще жесть. Вон, везде водичку даванула. Молчат. Пока молчат. Ну здесь все ночью, ребята. Вся движуха ночью на реке. Что хищник, что стальная рыба. Василич бурится. Молодец. Ищет. Хочет удара в руку. Ладно, едем ниже. Есть, ребята, 4 штучки. Блин, место крутое. Тут 3 метра. Ну, я достал, глубина. Тяги нету, нормально. За кусты ушел 2,5. К берегу ушел 2. Еще к берегу ушел 1,5. Возле самого берега 1,5. Вот бровочка, ребят. Не знаю, посмотрим. Никогда не ставил здесь. Первый раз вообще ставлю. Ну, я говорю, эксперименты должны быть. Блин, ветрище, охренеть, аж
дышать не дает, блин, ё-моё. Ладно, что, ребят, что-то делаем дальше. 6 штучек осталось. Сейчас там кину и закончили обедать. Едем обедать, дрова надо заготовить. Так и не нашел сушину по берегу. Посмотрим. О, дрова, ребята. Ребят, короче, дрова у нас под боком. Тут начал с краю пилить, блин, пильнул берег, сразу затупил. Сейчас залез, короче, кое-как. Вон туда край пильнули, все достали. 3 чурбана, но она не пилит, все. Запасной цепи у меня нету. Но сам виноват, блин. Надо было раскопать, посмотреть. Я думал на весу. Ну все, вон дрова. 3 чурбана, хорошие. Там полазил, боялся сапоги там об сучки порвать. Туда залез, короче. Жесть, блин. Ветер, я разделся, что-то там пока Василий, говорю, пилу прими. 3 чербана, ну кое-как, ребята. Вот напильничек надо возить с собой, вот тоже, блин, не до расчета у меня. Надо в кофр закинуть, чтобы не забыть. Подправить хотя бы, потому что, ну, в лесу, вот что, считай, без дров все, попали, грубо говоря. Я почему делаю выезды вот такие, друзья. Ну, допустим, жалец оставил в ночь, уехал. Ну да, бензина потратил. Прилично, 5 как минимум. Ну, есть свободное время, жалицы стоят, и прокатился по лесу, сушинку пильнул. Вывез на берег, поленницу сложил, как бы, и все. Ну, чтоб какие-то были резервные моменты. Бывает, времени не хватает на дрова. Я знаю, что у меня там поленница заготовлена. Я приехал, взял все. Там, допустим, или что-то еще, или там замерзли, или там вот пила подвела. Вот как-то так, чтобы оно все было здесь. Какая-то посуда, инвентарь, чтобы что-то здесь был, какой-то запас. Я же здесь обитаю постоянно. Почему бы нет, правильно? Вот. Ну, тогда поленницу тогда на льду оставил. Приезжая, кто-то хорошенько костры попалил тоже. На льду, короче, оставлять не надо. Ну, приезжают люди и что, о, дрова, класс. А я еду как бы доволен, дрова есть. Там, ну, потому что бывает допоздна только расставляется. Вот целый день, когда приезжаем, просто допоздна расставляюсь. Ну, 20 жалец сегодня я выставил. Это ни о чем. Бывает по 30 ставлю. Один как бы. Вот этот грязный лед, это все. Ты меняешь ножи, мимо лунки будешь, силой. Еще понимаешь, что надо палатку выставить, печки, дрова. Вот это все очень много времени. И вот такие, что резервы были. Ну ладно, 3 чурбана нам хватит, ребята. Давайте обед приготовим.
Васильевич молодец. С тех кустов идет, короче, все бурит. Яма, говорит, вообще бешеная. Блин, хапанул бы он хотя бы кого. Ладно, давайте, все, начнем. А на обед, ребята, у нас будут сегодня пельмени. Зашел в магазин вчера. Смотрю, иркутские пельмени. Нифига себе, такие я еще никогда не видел. Настоящий сибирский рецепт, друзья. Кто с Иркутска, большой привет. Иркутские. Сегодня такой минус как раз. 5-6 минут и готово. Маленькие такие. Нам двоим как раз пообедать. Финскую свечку хотел сделать. Придется на газу, друзья, потому что печки еще нету, палатки нету. Чтоб не задувало. Сюда сейчас установлю. Василий, думаю, не обидится, что я его на железо потревожу. Такая шапка. Ох, пельмени на рыбалке, ребят. Самый кайф. Что нравится зимой, что как бы заморозка. Вот летом же пельмени не возьмешь, правильно? А здесь красота. Так, что у нас? Газ есть. Все, ребятки, ставим водичку. Пускай греется. Зимой, когда холодно, газ замерзает. Хотя беру все сезоны, ребята. Пишут, что до минус 20, сегодня минус 5, допустим. Он все равно замерзает. Я вот просто вот так потом подогреваю баллон. Немножко, без фанатизма. И все работает. Вот так. Небольшой лайфхак. Ну, так делать нельзя. Васильевич молодец. На самом деле Васильевич неделю болел. Был на больничном. Ну, хворь прицепилась немножко. Ну, отошел, вот сейчас раскачивается. От бура не оторвать. Уже второй комплект, говорит, меняю, говорит, Андрюх. Молодец. Ну, блин. Я не знаю, ребята. Ну, можно же ловить так? Можно. Парни вот на оби ловят. А почему у нас нельзя? Ты хотим вот этот момент распечатать, так скажем. У нас на комбайне никто не рыбачит. Я вот эти донки сделал, ну, работает. Жерлицами тут никто не занимался, грубо говоря. Ну, никому это не надо было. Но работает. Что, можно. Просто надо понимание иметь, и все. И будет все четко. О, ребятки, водичка закипает. Че, пошел Иркутск. Пошел Иркутск. Вот так. Горяченького. Че эти бутерброды там? Серега говорит. Так серьезно, говорит, обедать будем? Я говорю, ну а что? Горячее, это же всегда хорошо. Лаврентель. Обязательно. Классика жанра. Не улетай. Иди лучше вон туда. Плавай. О, Васильевич идет. На запах прет. Васильевич, на запах идешь, да? На запах, говорю, идешь. Красавчик. Скоро готово будет. Ух ты. Вкусняха. Горячие. Смотри, какой лайфхак у меня. Подогреваешь, да? Да, а что, бесполезно. Хоть и пишут, вон, блин, минус 20. Но какие я не брал, и китайские дорогие. Разницы нету. Так, друзья, Васильевич стол поставил. У меня тут самогоночка есть. 5 капель. Что тут у нас? О, красота. Красота, ребята. Прям с котелка
как должно быть. Рубанем хлебушек. Отлично. Так. О, сидушку себе беру. Опа. Хлебушек. Вкусный, кстати, ребята. Очень мне нравятся вот такие буханочки небольшие. Прикольно. Горбушку любишь, Васильевич? Без разницы. Ем постоянно, ем все. Главное, чтобы похавать было. Все, правильно. Так. Так. 5 капель будешь? Для здоровья 7 грамм. Мне кажется, не помешает. Угощали мне парни. Уже пробовали, фокушку наливали. О! Такая бутылочка интересная. Уже даже. Конечно. Все готово. Ну что? Что, за выезд? За Что он выезд, как состоялся обычно, в первую очередь? За процесс. Да. Рыбы не знаем, будет завтра видно. Сам же знаешь, в рыбалке одна поклевка можно сделать. А Да. в охоте один миг. Вот обычно выстрел. И все. То бишь ты можешь с одним выстрелом добыть мясо на целый год. Ну, я имею в виду лося. А здесь также завалить какую-нибудь пятерку. И это бывает. И у нас нормально. Самое главное, что она здесь есть. Она есть, да. Ну, давай. Будем верить. Кушаем, ребят, с Васильевичем. Точнее, уже поели, сидим чаечком догоняемся. Загар, ребят, прямо на глазах, вот не поверите. Сработала бровка. Ну, вечерний выход, походу. Дневного нету, я Васильевичу и сказал. Днем здесь бесполезно. Вот только так. Ладно, что, пойдем по тихой грусти. У нас там двойничок. Посмотрим. Ну и кто тут у нас? Молчит, не крутит. Подождем, посмотрим. Мне кажется, что вот такая мелкая щучка. Это я даже не чувствую вообще. Бросила. Да. Бросила. Васильевич бросил, о, блин, зараза. Вообще не активная рыба, ребят. Вообще глухоземье. Ну слушай, смотри, блин. Пасть-то хорошая. Ну да. Да? Даже хвост отрезала, блин. Немножко бедолага. Ладно, мы его в кам. Да. Так. Че, бродяга, испугался? Я сам испугался. Ну он, ребят, видите. Непонятный, короче. Непонятно. Первая поклевочка, ребята. К вечеру дело. Вот может что-то. В общем, как решили сейчас прокатиться. Просмотрим мои точки, которые сверху, вниз. Потом попозже съездим и хотим по светлу поставить дом. Как бы палатку. С местом все-таки определились. Здесь упадем. Да, конечно, воздержались. Ну, посмотрим, в общем. Ну, блин, неохота окапываться там. Снега уже по колено, ребят. Хотя это очень мало. Так-то уже по бубенцы должно быть. Короче, Васильевич со мной прокатится и начнем заниматься делами. Судаковая точка молчит, ребята. Едем наверх. Раскатаем сейчас, ребята.
Борода, ребята, тут тоже. Тишина. Тишина везде, короче. Ё-моё. Прокатились. Серегу только вон снегом, да. Там вода вышла, ребят. Ну пришлось газом идти, газом, а потом остановишься и все. Серега немножко забрызгал. Тишина. В прямом смысле тишина вообще. От слова совсем. На комбайне даже что-то ничего там. Ну не знаю. В общем, я говорю, ребят. Все сделает ночка, мне кажется. Ладно, ребят, будем ставить дом. Уже печки топить. Уже на ветру целый день замерзли. Поставим здесь, натоптали. Так что здесь вот и установим палатку. Все. Серега взял свою. Когда Серега приезжает, берем у Сереги, у него полы теплые. Там кайф, вообще кайф. Все, короче, быстренько. У нас есть 40 минут, чтобы все это сделать. Так что устанавливаем дом, а там уже все. Погнали. В общем, покатились. Вместе были там Андрей же вверх. И на этой сработке. Печалька. Печалька. Подтверждает мои слова. Ветер у нас с той стороны, Ветер, ход, труба. ход сюда. Труба у тебя получается как? Так, да? Труба будет здесь, сюда. Туда, да. Ход, наверное, сюда сделаем. Ну давай, да. Труба. Ага. Есть? Есть. Красавчик. У Сереги, кстати, такие же колышки. Вот, ребята, спрашивали у меня, какие, Андрюк, поближе покажи. Вот. Вот так выглядят, друзья. Есть пластмассовые ручки, как бы, ну, блин, несерьезно. Все-таки мороз, холодно. Нужна железо. Вот, и врезаются классно, и держат отлично. Все, вытягиваемся. Все,
Все, главное начать, а потом он прет, как по маслу. И лед вот выходит сверху. Серега полы крепит. Раз. С этой стороны, ребята, хорошо взяли, потому что ну, прям нормальный ветер. А он может быть еще сильнее будет. А представляете, когда спишь, у вас топится печка. Это небезопасно. Ну опять же, палатку подымет, не дай бог. Ладно, сам как бы палатку прожгешь ночью в трусах. Понял? Это вообще опасно. У меня был уже опыт, ребята, и на самом деле, когда вот ставите где-то не в лесу, вот, лучше пристраховаться. И так порывы хорошие, а может еще хуже быть. Так что с этой стороны мы прям взяли хорошо. Ну и объем палатки, конечно, больше. Она как струна. Малейший снег попадает, он все скатывается. Так что лучше, ребят, на этом не экономить. Зато спасться будет спокойно. И уже не переживаешь, что что-то будет. Сейчас еще юбочку засыпем снежком свеженьким. И будет кайф. Это дело. Раскладушки готовы. Васильевич, ребята, ставит печку. Печурка небольшая, вот, и тут с дровами тот раз я лоханулся на озере, когда были, напилил, ну, под стандарт, а чуть-чуть меньше надо, и у нас пришлось подпиливать, а сейчас все грамотно у нас, все четко. Классно мед. Да, все нормально. Сердце избы, сердце палатки, ребята. Кайфую я от печки дровяной, это вообще. Сейчас владею, как бы, и видели многие, печкой на палетах. Ну, с дровяной печкой, ребят, ни с чем не сравнить. Ни тепломенник, ни сейчас вот эти есть автономки, вот эти китайские. Дровяная печь, ребята, она есть дровяная. Потрескивание дров, да? Да, да, да. Атмосфера. Это атмосферу создает еще ту. А когда один сидишь, общаться не с кем, и вот печка тебе что-то рассказывает, блин, потрескивает. Класс вообще. Кайфую, блин, от этой вот темы. Ага. Ушло? Вертикально делай. Все, огонь. Отлично. Ну вот уже. Все, топим печку, друзья. Сейчас 3 брикета, подпалимся, а потом на дрова уже. Это так, резерв. Кстати, вот по поводу брикетов тоже хотелось немножко тему поднять. Разные, ребята, вот смотрите, вот такого качества. И вот такие вот белые, чистенькие они как будто бы. Вот это намного хуже, кстати. Те вот намного лучше. Все. Сейчас будет тепло у нас. Пошла возня.
используем, ребят, бывает жидкость дорожили. Так, облил как бы и нормально. Ну это так, на всякий случай, бывает ночью вот заснешь там. Чтоб меньше Да, заснешь. гемора было разжигать. Печку, допустим, ну бывает так, что реально бывает, что спишь хорошо и просыпаешься от того, что печка потухла. А ночью надо быстро растопить, вот, плесканул быстро и все. А так вроде нормально. Каждые 2-3 часа встаешь. Бывает, я будильник стою, когда очень сильно устал, ставлю будильник. Потому что я знаю, что я могу уснуть и прям холодно будет, я буду спать. Вот как-то так. Немножко отобьем. Воды сейчас напанули с Серегой. Сильно не пристыло. О. Так, ну что, на улице убрали, все вещи занесли, ребята. Что на улице, понятно, на улице под санями. Так, мало ли, снег пойдет. А то и дождь, блин. Все у нас дровишки наколоты. Все занесли, сани перевернули. Печка шает. Красота. Все. Будем обживаться.